Ищем дом. Акция «Перформанс» прошла возле Киевской мэрии. Общественные инициативы «Крымсос», «Востоксос», «Новый Донбасс» и Центр занятости свободных людей обратились к властям с просьбой помочь найти им помещение. В августе заканчивается аренда здания на Кирилловской, 13, где сейчас работают эти организации. По закону они имеют право на безоплатную аренду коммунального имущества, но найти поддержку чиновников пока не удалось. В результате организации, помогающие переселенцам, могут оказаться на улице. Администратор Дома свободных людей Ирина проводит экскурсию по зданию. Здесь мое рабочее место, куда приходят и обращаются переселенцы. Здесь работает Аля, она отвечает за гуманитарное направление и склад, где люди берут вещи. Здесь работают наши соцработники. Сегодня Татьяна из Крымсос также консультирует переселенцев. Там комната для юристов. Сзади. Сюда, если мы пройдем, здесь у нас платья и костюмы для выпускников переселенцев. Здесь комната «Востоксос». Да. Ну, здесь мы разбираем вещи, здесь сам склад. Расскажи, что здесь? Здесь обувь, есть посуда, книжки, одежда. Мужская с той стороны, женская с этой. 10 месяцев назад 4 организации, помогающие вынужденным переселенцам, Крымсос, Востоксос, Новый Донбасс и Центр занятости свободных людей объединились в коалицию и создали Дом свободных людей. Сюда может прийти каждый, кто нуждается в помощи юридической, психологической, материальной. Мария Бутрик была на 8-м месяце беременности, когда в Луганске началась война. Вместе с мужем и старшей дочкой они переехали в Киев. Зарплаты, признается Мария, хватает только на аренду жилья и еду. Приходим за одеждой. Пюрешки нам дают, кашки, памперсы. Коляску мне давали, когда я родила, колясочку мне давали, кроватку. В общем, мы уехали на такси, на таком грузовом. Отсюда нам много чего дали. И мы бы это не покупали здесь, мы не смогли бы купить. Вот мы здесь берем, и все. Вот это то, что вот мы носим. Год аренды здания на Кирилловской, 13 оплатило агентство США по международному развитию. В августе договор заканчивается. По закону благотворительные организации имеют право на безоплатную аренду коммунальных помещений. Общественники обратились за помощью в Киевскую городадминистрацию, Фонд государственного имущества и Министерство регионального развития. Найти поддержку чиновников пока не удалось. Часто ответы довольно формальные. Они говорят, ну вот можете зайти, посмотреть у нас на сайте, там есть разные варианты. Вот у нас есть положение, порядок которого вот соберите документы, подайте документы на сессию. Однако варианты, которые появляются на сайте, чаще это уже варианты, которые никому не нужны. Это такие подвальные помещения, цокольные помещения в отдаленных районах города, требующие капитального ремонта. Чтобы в очередной раз напомнить о себе, активисты вышли к мэрии с акцией «Ищем дом». Друзі, розступіться, будь ласка, покажіть, будь ласка, що відбудеться. Ось що відбудеться. У нас достаточно весомое количество качественных экспертов, которые предоставляют помощь переселенцам, и деваться им некуда. Они будут вынуждены предоставлять свою помощь просто на улице. Вот сюда мы придем, на эти ступеньки Киевской городской администрации, и вот здесь будем предоставлять помощь переселенцам. Участники акции собрали подписи под петицией, которую направили в Киевскую городскую администрацию. 10 августа заканчивается аренда здания. І от я, наприклад, побачила своїми очима, як литовці, які теж мали у старому місті свою мерію, подумали і перенесли її на лівий берег. У новий бізнес-центр із скла і металу. Дуже класно, дуже круто, всім вистачає місця. І тим самим розгрузили центр. І віддали історичний, там, пам'ятку історичну, віддали громаді. Да? Зараз там культурний центр. В мэрии на акцию активистов не отреагировали. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.